Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Кавказский инвестиционный форум с участием 25 стран начал работу в выставочном комплексе Минводы-Экспо в Ставрополье. К столетию со дня рождения Алексея Чичпа в Сухумском музучилище прошла конференция, а также открыли его бюст. Абхазский молодежный театр готовится к премьерным показам комедийного спектакля. Кавказский инвестиционный форум с участием 5000 представителей из 25 стран начал работу в выставочном комплексе Минводы-Экспо в Ставрополье. Мероприятие проходит при поддержке президента и правительства России. В форуме принимает участие делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба. Главная тема форума в этом году – инвестиционный путь. Прошлое, настоящее, будущее. Гугут Савардания расскажет подробности. Представители из 25 стран собрались на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных водах. Мероприятие масштабное. Среди почетных гостей абхазская делегация во главе с президентом республики Бадрой Гунба. Глава государства в сопровождении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова ознакомился со стендами участников форума. Кавказский инвестиционный форум – это большая площадка, где ежегодно налаживаются контакты, заводятся новые знакомства, заключаются договоры. И здесь, конечно же, важно рассказывать о своей родине. Так, каждая из стран-участниц представляет собственный стенд. Например, абхазская экспозиция в этом году была посвящена открытию международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. 1 мая впервые за 33 года возобновилось регулярное авиасообщение с Российской Федерацией. Во второй половине дня экспозиционный стенд Республики Абхазия посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Их встретил президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Приветствую вас. Здравствуйте. Прошу. Уважаемые коллеги, позвольте представить вам один из крупнейших проектов, который реализуется в Республике Абхазия. Благодаря эффективной работе взаимодействия правительства Российской Федерации и Республики Абхазия нам удалось привлечь частного инвестора, с которым был подписан соответствующий документ. И в результате мы имеем вот такую красоту на сегодня. Данный проект предполагает два этапа. Первый этап – это северная часть, которая уже сегодня реализована в части полностью завершенной аэродромной инфраструктуры. С 1 мая регулярное сообщение с Российской Федерацией запущено. Мы ждали этого более 32 лет. С момента начала войны аэропорт наш, к сожалению, не работал. Для нас это грандиозный успех, для нас это пример того, что мы можем развиваться, можем идти вперед и всегда готовы сотрудничать и с частными инвесторами, и с государственными структурами во благо и развития наших отношений и во благо наших граждан. Абхазия рада приветствовать гостей круглый год. На текущий момент аэропорт уже связывает Республику Абхазия с городами Москва и Нижний Новгород, и в ближайшее время ожидается увеличение направлений. Все подходят, спрашивают, всех удивляет проект аэропорта. Очень приятно для всех близость к морю, возможность в период ожидания вылета или пересадок отдохнуть на берегу. Также на стенде представлены товары абхазских производителей, безалкогольные и алкогольные напитки, аджика, чай и продукты переработки фруктовых плодов. В состав делегации Абхазии входит вице-премьер Джансухнанба, министр энергетики Баталмушба и министр экономики Теймурас Микваби. В деловой программе форума участвуют руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, СМИ. Бадра Гунба посетил стенды Юга России, Северного Кавказа и Южной Осетии, где были представлены товары местных предприятий. Президент высоко оценил потенциал промышленного и аграрного секторов, выразив готовность к реализации совместных проектов.
На полях форума президент Абхазии дал эксклюзивное интервью старейшему информационному агентству России ТАСС. В беседе были затронуты темы экономической интеграции, туристического сотрудничества и перспектив абхазо-российского взаимодействия. Президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев в качестве почетных гостей приняли участие в открытии павильона «Кавказ». Президент Бадра Гунба провел серию встреч с представителями правительств российских регионов, представленных на форуме. Он подчеркнул стратегическую важность укрепления связей с субъектами Юга России. Для Абхазии ключевым приоритетом остается всестороннее сотрудничество с братскими народами Юга России, с которыми нас объединяет общая история, культура и взаимное стремление к развитию, сказал глава государства. Сегодня очень отрадно и приятно наблюдать то, как развивается Кавказ в целом, Северный Кавказ. Это те программы, которые реализуются в рамках поддержки субъектов Российской Федерации. И, конечно же, плоды ощущают жители региона. Очень приятно, что в целом регион перестал быть источником некой опасности. Сегодня совершенно спокойно люди сосуществуют, принимают решения, созидают, улучшают качество жизни. Это очень приятно наблюдать. И мы, конечно же, хотим, чтобы и Абхазия была представлена на таких очень важных экономических форумах. В рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией на территории Абхазии реализуется большое количество инвестиционных проектов. За предыдущие 5 лет более 30 миллиардов частных инвестиций, частного капитала пришло в экономику Абхазии. Инвесторы поверили в нашу страну, реализовывают у нас проекты, и мы, конечно же, будем всячески оказывать содействие, поощрять как и инвесторов, так и внутренних инвесторов, которые готовы вкладывать в свою же экономику. В этой связи я уверен, что у нас перспективы взаимодействия, развития, они безграничны, учитывая близость. Вы знаете, что буквально недавно также был реализован очень важный транспортный проект. Это, значит, железнодорожное сообщение, электричка, которая связала, значит, Сириус и город Сухум. Надеюсь очень, что мы реализуем следующий проект, который будет связывать уже Сухумский аэропорт с Сочинским аэропортом. То есть такого рода проекты, они нацелены на улучшение и качества жизни граждан, проживающих на территории, также и доступность, удобства для туристов, которые посещают нашу страну. В рамках Кавказского инвестиционного форума президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, реализацию госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, ход формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в туристической, образовательной, энергетической, здравоохранительной, социальной сферах. Второй день форума завершился пленарным заседанием, в котором принял участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Премьер-министр Владимир Дылба обсудил с председателем Государственного внебюджетного фонда соцстрахования и охраны труда Бакуром Бебия вопросы оказания социальной помощи гражданам республики. Как сообщил Бакур Бебия, за последние 3 года доходная часть фондом перевыполняется, и в текущем году такая динамика сохраняется. По мнению Владимира Дылба, доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных социальных выплат. Оказание социальной помощи гражданам – приоритетные вопросы правительства, подчеркнул премьер-министр. За последние 3 года фондом социального страхования и охраны труда доходная часть была перевыполнена. Так и в 2025 году у нас хорошая динамика. На первый квартал 2025 года мы идем в плюсе на 15 миллионов рублей.
с По отношению к предыдущему году, да. После повышения уровня заработных плат в нашей стране, соответственно, и расходная часть по пособиям тоже у нас увеличилась. И в этом году мы впервые за все годы мы повысили, значит, суммы по пособиям, размеры по пособиям такие, как по временной трудоспособности до 22 тысяч рублей, по беременности, родам до 30 тысяч рублей в месяц. Ранее суммы этих пособий составляли в среднем от 65 до 70 тысяч рублей. Но сегодня, по беременности рода, но сегодня это от 110 до 170 тысяч рублей. Вот. Также, что касаемо единовременных выплат. В прошлом году, посоветовавшись с вами, мы инициировали повышение размера пособий единовременных, такие как по рождению ребенка для работающих родителей мы повысили с 22 до 27 тысяч рублей. И по рождению ребенка для неработающих родителей до 22 тысяч рублей. Но стоит учитывать, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей, у нас не поддерживается страховыми взносами, но мы изыскали и изыщем в будущем средства для поддержания этой части наших граждан. Мы реализуем, как и в прошлом году, реализуем и в этом году практически уже началась у нас программа по детскому лагерю. Не только отдых, но и образовательный отдых для детей. Такого у нас и не было вообще раньше. С углубленным изучением абхазского языка. Проводят разные мероприятия, и культурная программа очень насыщенная. Всем очень нравится, отзывы очень хорошие. Отдельное спасибо я хотел бы выразить учителям, всем тем, кто уделяет внимание нашим детям. Раньше этот отдых оплачивался 50 на 50 или 70 на 30. То есть родители или профсоюз оплачивал дополнительную сумму до 100%. Но мы все эти годы оплачиваем все 100%. То есть дети не платят, родители не платят ни рубля, просто все расходы фонд взял на себя. Мы поддерживаем социальную политику нашего государства, делаем все возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу государства о них. Фонд социального страхования, несомненно, является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за главные приоритетные направления социальной политики нашего государства. Этот институт обеспечивает сегодня нужды наших граждан, попавших в определенные условия, прежде всего в то время, когда наступает их нетрудоспособность. В нашей стране выплачивается 6 видов пособий по нетрудоспособности. Добавляется к социальному обеспечению это санаторно-курортное лечение. И очень важная позиция – это оздоровительный отдых детей. Вы об этом уже сказали, уже на протяжении нескольких лет этот проект реализуется. Мы надеемся, что он получит хорошие отзывы и в будущем. И, естественно, необходимо заниматься этим. Действительно, доходы фонда сегодня позволяют судить о том, что необходимо принимать дополнительные решения по индексации отдельных социальных выплат. Эта тенденция наметилась уже не первый год. У нас в 2023 году было принято такое решение. С 2024 года, как вы напомнили, социальные пособия, соответственно, до 22 тысяч рублей по отдельным позициям выросли. Наверняка надо пересматривать, но пересмотр, я полагаю, что должен находить отражение в том числе в развитии социально-экономического положения в нашей стране, учитывать темпы инфляции. И сразу, наверное, тоже хотелось бы отметить, что темпы инфляции, индексация размеров отдельных социальных выплат должна происходить не только, разумеется, в фонде социального страхования и охраны труда. По возможности это надо делать по всем таким выплатам. Ждем от вас предложений, связанных с индексацией. Очень рассчитываю, что в 2025 году мы еще раз вместе с вами внимательно проработаем и посмотрим на другие виды пособий, которых можно проиндексировать с учетом поступлений дохода. И это еще раз подчеркнет о приоритетности направлений социальной политики, оказания социальной помощи нашим гражданам. Поэтому хотел бы пожелать вам успехов, соответственно, в достижении главных целей и
бюджету пополнения новых доходов. Благодарю. Спасибо. Необходимо продолжать поэтапную индексацию пенсий. Премьер-министр Владимир Делба обсудил вопросы пенсионного обеспечения граждан Абхазии с председателем пенсионного фонда Денисом Гуларием. Бюджет, если коротко, в процентном отношении исполнен по всем показателям на 101,4%. Это по доходам, и по расходам тоже у нас исполнение хорошее, 98,8%. Все обязательства перед нашими гражданами, которые мы взяли с начала 2024 года, это повышение размера военным категориям, связанным с отечественной войной народа Абхазии, мы выполнили, и никаких задержек не было. Потом в последующем 2024 году повышение доплат пенсий, которые мы с вами сейчас обсуждаем, ровно, можно сказать, год спустя, тоже мы справились, и никаких проблем, вопросов по выплатам у нас нету. И в 2024 год мы закрыли с переходящим остатком 247 миллионов рублей. Практически после того, как мы ежемесячно выплачиваем на май месяц, уже на той неделе полностью мы смогли профинансировать. Помимо этого у нас остатки остаются вполне достаточно, чтобы вот то, что мы делаем с вами, вот предложение по поводу повышения выплат, что мы это все рассчитали, что мы все это смогли финансировать. Думаем, что мы справимся. Мы предварительно с вами обсуждали о том, как поэтапно нужно повышать размеры пенсии, либо доплаты к пенсиям. Самая большая категория, которых может затронуть, это, разумеется, пенсионеры по возрасту. Да, их больше всего. Вот более 8 тысяч человек коснется эта инициатива. И это инвалиды с детства. Это наша прямая задача продолжить, как и в предыдущие годы, поэтапную индексацию размеров пенсионного обеспечения по тем категориям, которые наиболее уязвимые, по тем категориям, по которым есть такая потребность, необходимость. Понятно, что все категории должны быть проиндексированы как можно чаще, но исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы должны это делать быстро, и я жду от вас предложений, и уже с 1 июля текущего года дать возможность проиндексировать вам и выплатить новые размеры пенсий. Темпы роста заработной платы, они очевидны, мы их тоже наблюдаем, о том, что ежемесячно растет размер заработной платы как по количеству занятых, так и по средней заработной плате. И это дает возможность принимать такие решения. Мобилизация должна происходить постоянно. Наличие задолженности является несправедливым по отношению к получателям пенсионных выплат. Платежи во внебюджетные фонды, платежи в бюджет в виде налогов, они существуют не для того, чтобы накапливать у плательщиков задолженность. Они существуют для того, чтобы их платить, потому что у государства есть основные задачи и функции, которые оно должно выполнять. И я очень рассчитываю, что нам удастся с 1 июля обеспечить так же, как и прежде, бесперебойное финансирование пенсий с учетом предложений, которые вы сейчас вносите. Вот. Ну и, соответственно, в последующие годы заниматься тем же самым. Мобилизацией и одновременно индексацией размера пенсионных выплат. Только так, другого пути у нас нет. Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в связи с привлечением к ответственности на территории Российской Федерации, смогут обращаться на специальную горячую линию для получения правовой помощи. Состоялось заседание рабочей группы, созданной во исполнение поручения президента. Группа занимается вопросами правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России, являющимся получателями социальных выплат, в том числе пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также
материнского капитала. В рамках заседания были рассмотрены ключевые направления работы, подготовка предложений по реализации организационно-правовых мер поддержки граждан, организация взаимодействия с компетентными органами Российской Федерации, формирование и систематизация сведений о гражданах Абхазии, привлеченных к ответственности в России за нарушение закона в сфере социального обеспечения. Генпрокурор Абхазии Адгур Агырба подписал приказы об освобождении от должности прокурора Гулрыбского района Аслана Латария и об увольнении по собственному желанию прокурора Гагарского района Беслана Пкин. Видеомост Москва-Сухум-Схинвал на тему вступления в силу указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства Российской Федерации для граждан Абхазии и Южной Осетии прошел в международном пресс-центре «Спутник Абхазия». Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что претендентам на российское гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории. Граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие на территории республик, могут подать заявление в диппредставительство в этих странах. Если они уже проживают в России, то смогут обратиться в территориальные органы МВД по месту своего пребывания или жительства. По словам депутата парламента Абхазии Инара Гицба, указ об упрощенном получении гражданства России был очень ожидаем в республике. Гражданство России для нас единственное окно в мир и возможность получать качественное образование и высокотехнологичную медицинскую помощь, отметил депутат. Комиссия Министерства сельского хозяйства рассмотрела и одобрила проекты на 130 миллионов рублей, которые будут профинансированы в рамках ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства 2025. Всего было подано 487 проектов на сумму более чем 292 миллиона рублей, при том, что на программу предусмотрено 150 миллионов рублей. По словам секретаря комиссии по реализации программы Теваза Ачба, не соответствуют заявленным требованиям для участия в программе 40 проектов на сумму 24 миллиона 734 тысячи рублей. Таким образом, на комиссию было вынесено 447 проектов на сумму 269 миллионов рублей. К столетию со дня рождения первого абхазского композитора, члена Союза композиторов СССР Алексея Чичба в Сухумском государственном музыкальном училище прошла конференция, включающая серию докладов о жизни и творческой деятельности выдающегося деятеля искусств. Мероприятие началось с торжественного открытия бюста композитора в здании училища. Репортаж Гунды Шоуа. 25 мая первому абхазскому профессиональному композитору, члену Союза композиторов СССР Алексею Чичба исполнилось бы 100 лет. Он автор более 50 песен. В свое время особой популярностью пользовались песни «Белая кофточка» и «Игалазий» на слова народного поэта Баграта Шенукба, а также народные песни «Уарада», «Аураши», «Шератен», «Озбак» и другие в аранжировке Чичба. А хоровая песня «Сыны Абхазии», в которой звучит призыв к сынам Апсны идти вперед и только вперед, несмотря ни на какие препятствия, стала своего рода гимном воинов Отечественной войны народа Абхазии. Перед началом мероприятия в здании училища был открыт бюст абхазского композитора Алексея Чичба, автор бюста молодой абхазский скульптор Тимур Ахуба. Хочется сказать, что в период, когда он был директором училища с 64 по 72 год, это был период расцвета культурной жизни, не только музыкальной, но и всей культуры Абхазии, и театры, и хореографии. Благодаря деятельности Алексея Чичба в нашей стране есть целый пласт музыкальной культуры, представители этой музыкальной культуры, которые прославили нашу страну, которые внесли огромный вклад в развитие классической музыки. Эти композиторы, и Алексей Чичба в том числе, развили жанр симфонического искусства, кантатно-ораториального жанра, песенного, хорового.
Конференция собрала представителей творческой интеллигенции, студентов и преподавателей музучилища, общественность. Каждый из присутствующих отмечал важность наследия Алексея Чичпа для будущих поколений. Мероприятие посетила заместитель министра культуры Динара Смыр. Культура министра Рахзела и Тахча забзурала, схарджирала, ари абака арту. И табу бхаяс ферстахуб, асахя тухуя скульптор Тимур Ахуба. Рубаский табу бхалас ферстахуб, ацараюрта директор Нинель Бориси Паха, Бжаня, Аджиба Дуилбо, ари ахпай тагдзена, ауско, ими пулго, ицеге ими пулгирана его. И табу дарадзе, арцеючей, ирзех еще, акчара дука. Конференция включила в себя серию докладов о жизненном пути и творческом наследии Алексея Чичпа. Выступающие подробно анализировали вклад композитора в развитие абхазской музыкальной культуры, подчеркивая его новаторский подход и глубокую связь с национальными традициями. Особое внимание было уделено его произведениям, ставшим классикой абхазской музыки и получившим признание далеко за пределами республики. В мероприятии приняли участие семья и близкие родственники выдающегося деятеля. От имени семьи Алексея Чандровича Чичпа, от его братьев, мы хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вы вспомнили его в его столетие, организовали этот юбилей, вложили немало труда и своего времени, чтобы люди знали, чем он занимался, какую гражданскую позицию он занимал, какая у него была любовь к своему народу и родине. Спасибо отдельно руководству данного музыкального училища, который носит его имя, за то, что вы не забываете, проводите конкурсы, мероприятия. Мы желаем, чтобы эти конкурсы стали в далеком будущем международными. Алексей Чичпа заложил основы абхазской профессиональной музыки, создав государственный симфонический оркестр, хоровую капеллу, ансамбли народной песни и танца. При его активном участии был создан Союз композиторов Абхазии. С докладом о значении педагогической деятельности Чичпа в становлении абхазской профессиональной музыкальной школы выступила музыковед и преподаватель теоретических дисциплин Асида Царгуш. Человек, сыгравший огромную роль в развитии музыкального образования в Абхазии, сам не имел возможности получить его в детстве и юности. Может, именно поэтому, возглавляя альма-матер абхазской музыки, он наперекор всем обвинениям в том, что училище принимали детей даже с весьма средними музыкальными способностями, отвечал, что его задача открыть двери в мир музыки как можно большему количеству молодых людей. Творчество Алексея Чичпа оказало огромное влияние на формирование абхазской композиторской школы и вдохновило целые поколения музыкантов. Его музыка, пронизанная любовью к родной земле и народу, продолжает звучать и находить отклик в сердцах слушателей. Кундашова, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Тимур Агарба представил коллективу нового заместителя. Им стал 38-летний Константин Тарба. Он будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством. Константин Тарба – строитель по образованию с большим опытом работы, в том числе в государственных строительных структурах. 28 и 29 мая состоится премьерный показ спектакля Абхазского молодежного театра комедии «Не всякий вор-грабитель» по одноименной пьесе итальянского драматурга, нобелевского лауреата Дарио Фо. Ставит спектакль художественный руководитель Ачинского драмтеатра, режиссер Никита Рак. «Не всякий вор-грабитель» – это комедия с острым, смешным, но в то же время сложным сюжетом. Пьесу на абхазский язык перевел актер, заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа, художник спектакля Гарри Дочия. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 27 мая, в Абхазии ночью без осадков, днем и вечером местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.